توشو های وطن صدقه نامی توشو های وطن صدقه خاکی توشو. Абу Али ибн Сина. Ты к дружбе с каждым первым не стремись, и тайн не поверяй, кому попало. Гонил лжеца, пройдохи сторонись, иначе повредишь себе немало. И воле подлеца не покорись, не превышай дозволенного меры. А запятнаешь честь, как не винись, как слез не лей, слезам не будет веры. Амар Хаям, благодарствие и подлость, отвага и страх, все с рождения заложено в наших сердцах. Мы до смерти не станем ни лучше, ни хуже. Мы такие, какими создал нас Аллах. Харшат даронам ба яман то ту барои зеро ки сухайрегу сухар аз яман ояд. Ба ҳар ки сухан гӯям агар хоҳаму гарна аввал суханам номи то андар даҳан ояд. Фарси, дари или таджикский, его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, не умирающей любви. И только материнские речи, с которой с первых дней знаком, стал для меня материнским благословенным молоком. И назову его иначе, ища сравнения, вновь и вновь. Необходимо сказать, что в Нижнем Новгороде наша организация занимается развитием культуры и пропагандой всех ираноязычных этносов, среди которых таджики занимают достойное и очень важное место. Мы развиваем сотрудничество с такими центрами, как научное представительство Исламской Республики Иран в Российской Федерации, культурное представительство Ирана в России и Международный центр иранистики в Москве. Необходимо отметить, что таджикский язык – это иранский язык и индоевропейский язык. А таджики – это единственный индоевропейский народ на данный момент в Средней Азии. Как известно, русский язык в числе славянских языков также относится к индоевропейской семье языков, и это во многом сближает наши народы. Необходимо сказать, что очень много в современной лексике русского языка имеет в своем происхождении именно иранские какие-то моменты. Но, например, известно, что такие слова в обиходе, как, например, топор, которую очень часто русские люди используют в быту, в хозяйстве, это слово иранского происхождения, и первоначально называлось табар. По мнению многих лингвистов, очень много, то есть процент, наверное, 20 различных слов русского языка так или иначе связано с общей индоевропейской какой-то лингвистической основой, в том числе с иранскими языками. И даже слово «бог», которое мы очень часто употребляем в нашей разговорной речи, вероятно, по мнению многих специалистов, восходит к индоиранскому слову «бхага», слову, которое употребляется в священной книге зороастрийцев Авеста, как один из синонимов верховного бога Ахура-Мазды, то есть бога древних зороастрийцев в Иране. Мы очень высоко оцениваем работу Анитина Аброновича Талбиева, как председателя региональной общественной организации Таджикский общественный центр Орион Тадж Благородная. И, кроме этого, конечно же, такая работа, она была бы невозможна, вот именно эффективная работа, без сотрудничества с правительством Удмуртской республики, а именно с Министерством национальной политики в лице министра национальной политики Удмуртской республики Владимира Николаевича Завалина. Я очень рад, что мы сегодня вместе собрались, проводим такое мероприятие. Потому что в Удмуртской республике ко всем языкам трепетное отношение. Даже у нас закон о государственных языках называется «О государственных языках народов Удмуртской республики и других народов». Это подчеркивается, потому что президент Удмуртской республики Александр Александрович Волков, который курирует наше министерство, который курирует все народы, придает этому очень-очень огромное значение. У нас в Доме дружбы занимаются, по-моему, 6 воскресных школ, которые изучают языки.
Потому что мы четко представляем, нет языка, нет народа. Потому что язык – это самое важное, что есть в жизни каждого человека. И то, что Айнадин Абронович проводит такие мероприятия практически каждый год, и не только это мероприятие, это говорит о том, что для этого в Удмуртской республике созданы практически все условия. Есть стабильность в национальном плане в Удмуртской республике, а если есть стабильность в национальном плане, естественно, есть успехи и в экономическом развитии Удмуртской республики. Каждый народ, проживающий в Удмуртской республике, вносит вклад в экономику Удмуртской республики. Где есть мир, где есть понимание, там есть развитие. Где не будет понимания мира между народами, там и никаком развитии, конечно, речи быть не может. Поэтому всем огромное спасибо, мира, дружбы, согласия, а со стороны руководства Удмуртской республики будет оказано всяческие содействия, чтобы каждый народ мог изучать, беречь свои традиции, идти дальше и дальше. Потому что все вместе мы едины, мы сила. С праздником! Я благодарю Наталью Павловну Смирновой, Национальную библиотеку и Министерство национальной политики, который всегда под патронажем Министерства национальной политики проводим свои праздники. И хотел бы читать стихи Мумина Кануата в переводе. Перевод Семена Липкина, 2 строчки о таджикском языке. Фарси, дари или таджикский, его как хочешь назови. Он для меня язык искусства, неуящей любви. Еще раз спасибо всем присутствующим, что поддерживает нас, делает все для пропаганды культуры, культурное наследие таджикского народа. И представители других народов поближе будут знать нашу культуру, нашу искусство, литературу. Спасибо всем. Несмотря, опять же, на это, казалось бы, далекое положение этой страны и такой экзотический, но очень красиво звучащий язык, надо сказать, что и нам, маленькой Удмуртии, это ведь тоже есть что-то общее. Я имею в виду то, что, несмотря на то, что удмуртский и современные таджикские языки относятся к разным языковым семьям, но в свое время древние иранцы передали, и в составе удмуртского языка есть несколько десятков слов древнеиранского происхождения, причем это культурная лексика, это такие важные слова, например, как хлеб, как железо, как лук, как море. Вы сами понимаете, насколько это важно. Да и сам этноним, то есть название удмурт, это слово иранского происхождения. То есть нам действительно, у нас есть что-то общее с таджикским языком и с народом Таджикистана. И вот эта атмосфера толерантности, атмосфера дружбы, которая создается сегодня, благодаря усилиям, в том числе и Международного Восточноевропейского университета, она, конечно, очень отрадна и должна быть продолжена. Благодарю вас всех, спасибо вам большое за этот замечательный праздник, и еще раз с Днем таджикского языка всех. سال گذرد سالی دیگر باز آید تا سال دیگر عمر جوانی گذرد تا سال دیگر عمر جوانی گذرد گل می گذرد موسم گل می گذرد ما شش تا کاریان تو گل می گذرد این سال گذرد سالی دیگر باز آید تا سال دیگر عمر جوانی گذرد تا سال دیگر عمر جوانی گذرد دنیا گذران و کاری دنیا گذران دنیا گذران و کاری دنیا گذران خوش پیر شوه ایاری جوان خوش پیر شوه